Создание центра реинтродукции лошади Пржевальского вышло на финишную прямую. Напомним, 5 лет назад заповедник Хакасский задумывал организовать в республике второй в стране центр по возрождению животного, которого не осталось в дикой природе. За это время удалось определить территорию, найти деньги и приступить к строительству. Результат увидела наша съемочная группа. Это карантинное помещение, где первый год лошади будут находиться. Им необходимо пройти определенный карантин. Для этого и создана вот эта необходимая инфраструктура. Это похоже на конюшню только с первого взгляда. На деле и стойла, и проходы сделаны так, чтобы учесть особенности будущих постояльцев. Здесь не используются саморезы, а здесь вот используются с двух сторон, стягивается с тем, чтобы животные не выбили это. Они сильнее, чем обычные кони, и с необузданным нравом. Человеку так и не удалось приручить лошадь Пржевальского. Их не осталось в дикой природе больше полувека назад. Программа реинтродукции, то есть возвращение в дикую природу, действует в разных странах. Россия присоединилась к ней в 2015 году. Первый центр реинтродукции появился в Оренбургской области. Именно оттуда в Хакасию будут привезены 10 лошадей Пржевальского, для которых строят центр в Камызякской степи. По мнению специалистов, здесь много подножного корма, что обеспечит лошади необходимый комфорт. Из обычных представителей типчак, ковыль, это вот любимая верблюжья колючка, как ее называют в простонародье, подрост именно лиственничных деревьев, как бы для лошадей это очень приветливо, они любят такое. На территории мы будем строить специальные защитные такие навесики, чтобы можно было укрыться от ветра, от солнышка. Там будут размещены минеральные соли специально для подкормки. Вот. Будем так восстанавливать всю эту популяцию. Центр реинтродукции – это сложный инфраструктурный объект. Лошади должны здесь чувствовать себя на свободе, и в то же время человек окружает их невидимой заботой, чтобы скакуны жили в комфорте и размножались. По приезду в Хакасию первый год животные будут находиться в акклиматизационном вольере, и только потом их выпустят в основной загон. Оградить необходимо колоссальную территорию, для чего используется особо прочная сетка специального плетения, чтобы лошади не пробили ее и не выбрались наружу. При этом решается еще одна задача – привлечение туристов на территорию. Для этого заповедник строит визит-центр. Работы идут в усиленном темпе. По планам осенью все должно быть готово. Визит-центр потрясает своими масштабами и расположением. Отсюда и степь, и озеро Лухколь видны как на ладони. Идеальное место для наблюдения за лошадьми Пржевальского. Предусмотрена еще одна смотровая площадка и пешие тропы для полного погружения в окружающую среду. Это место, участок Камызякская степь с озером Лухколь, на мой взгляд, был незаконно как-то обделен вниманием. Но сегодня мы исправили ситуацию, и прекрасный участок, прекрасный, красивейший участок. Сегодня строится современная инфраструктура, и это, конечно, облагородит его и даст комфорт и нашим туристам, и нашим посетителям, и нашим научным сотрудникам. И самое главное, сохранит живую природу и редкие виды животных, такие как лошадь Пржевальского. Строительство центра реинтродукции проходит при поддержке Федерального Минприроды, благотворительного фонда Натальи Торнквист «Возрождение природы», компании «Гунгвор Инфраструктура», регионального отделения РГО и волонтеров. Когда он откроется, республика станет частью проекта, который стоит в том же ряду, что и работа по сохранению снежного барса, дальневосточного леопарда, журавлей-стерхов. И, как полагают специалисты, лошадь Пржевальского органично впишется в мир Хакасской степи. Марина Канадакова, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.